резинка вот прикрепленная, спиртовка нам нужна будет, это зажим. Видно вам, да, ребята? Зажим. И нам нужен будет из реактив кислота H2SO4 и спирт, этиловый спирт. Из этилового спирта мы получаем вот этилен. Вот. Мы должны сначала подготовить вот такую вот, собрать лабораторное оборудование, как на рисунке. Вот у нас стоит штатив, вот у нас прикреплен пробирка, прикреплена и спиртовка внизу готова. Теперь приступаем к работе. Сюда в пробирку сначала мы должны положить немного песка. Так, вот песок положили. Теперь туда наливаем сначала этиловый спирт, потом кислоту. Соотношение 1 к 2. Вот спирт налили. Теперь туда наливаем кислоту. Очень осторожно, как можно степенно. Соотношение 1 к 2. Теперь ненужные использованные нами пробирки и реактивы мы убираем немножко подальше. Как на рисунке, пробирку приводим в горизонтальное положение. Вот у вас на рисунке как показано, точно так же. Так, плотно закрываем. Теперь его нагреваем. Теперь нагреваем. Нагревание должно быть равномерным. Слишком быстро нагреть тоже нельзя. Вот как я вам показываю. Таким образом равномерно приводим до кипения. Вот. У нас выделился. Это у нас горит этилен C2H4. Всем видно, да, ребята? Да. Реакцию горения тоже пишем, ребята, в тетради. Записываем. После реакции нагревания сразу записывайте реакцию горения этилена. Мы говорили, все углеводороды горят одинаково, выделяя что? Углекислый газ и воду. Вот эту реакцию записываем.